Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете, почему народа монголо-татары в истории никогда не существовало, а также узнаете, что писали китайцы и монахи-францисканцы о татарах. Несмотря на то, что и в настоящее время есть народы с именем монголы и татары, а история их проходила перед взглядом тысяч наблюдателей и участников событий, в ней до сих пор остается много неясного. Фигура Чингисхана, признанного ЮНЕСКО человеком тысячелетия, то есть ЮНЕСКО к 2000 году признала, что человеком тысячелетия, второго тысячелетия нашей эры в мире является Чингисхан. Являющегося в Монголии общенациональным символом, которому посвящены многочисленные работы историков, оставляет все еще множество загадок, начиная с того, был ли он в самом деле монголом в нынешнем понимании этого слова, и заканчивая тем, где он похоронен. Наверное, не стоит сейчас пересказывать то, что не очень касается Крыма. Можно лишь констатировать, что по объективным источникам, во-первых, какая-то часть монгол, безусловно, в Крыму побывала. И как многие другие до них и после них, какая-то часть от побывавших в Крыму здесь осталась жить. Во-вторых, что сравнительно со всеми другими этносами, современниками событий, монгол в Крыму было ничтожно мало. Даже среди татарских войск, покоривших Восточную Европу, доля монгол последовательно уменьшалась по мере продвижения на запад и с ходом времени, а среди тех, кто добрался до Крыма, они составляли только часть военного командования и верхушку. Наиболее значительную часть войск Баты или Бату-хана, действовавших на западном направлении, составляли отнюдь не монголы, а татары. Кто же это такие? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, имеет смысл взглянуть на карту Монгольской империи и убедиться, что она на 2/3, если не на 3/4 совпадает с картой Дэшты-Кипчак, то есть страной кипчаков по-арабски, которая непосредственно во времени предшествовала империи Чингисхана. Народа монголо-татары в истории никогда не существовало. Сам термин «монголо-татары» впервые был изобретен польским летописцем Яном Длугошем в XV веке, через 300 лет после того, как впервые так называемый им народ появился в Европе, и практически через 100 лет после исчезновения с политической через 100 лет даже больше после исчезновения с политической карты Золотой Орды. Монголы, даже одерживая победы, с какого-то момента вынуждены были включать в состав своих войск все большее количество представителей покоренных народов. К моменту, когда их завоевания достигли на западе, примерно Урала и Волги, то есть еще задолго до Крыма, какая-то часть непокоренных племен добровольно вошла под их власть, предпочитая выигрывать вместе с ними. Это преимущественно были кыпчаки и другие половцы. Тут я должен еще раз сделать акцент, что половцы и кыпчаки – это не одно и то же. Имя половцы применялось и охватывало гораздо большее количество племен, чем составляли кыпчаки. Кыпчаки, скорее всего, судя по всему, это большая часть половцев, но не единственная. Для части кыпчаков и половцев вообще это было легче потому, что общеполовецкого государства не существовало. Разные ханы и орды, бывало, и до этого воевали между собой, как сами по себе, так и поддерживая разные союзные государства и народы, в том числе одни славянские княжества против других. Однако в Поволжье и западнее первый корпус армии Бату натолкнулся на сильнейшее сопротивление как половцев, так и алан, все еще живших на Северном Кавказе, русских из различных княжеств и, главный, булгар. Это знаменитый поход Субэдэя, в котором сам Бату участие не принимал, сохранивших и укрепивших свое государство на Волге. Более того, булгары разгромили Субэдая на голову и практически уничтожили его войско. Это было настолько серьезно, что следующий поход на запад состоялся, во-первых, более чем через 10 лет, а во-вторых, начался с тщательно подготовленной операции против Волжской Булгарии. И только после ее военно-политического уничтожения войска Бату пошли на русские княжества и Западную Европу. Так что первой стеной или первой крепостью, защищавшей Западную Европу от нашествия Бату, были совсем не русские, а были волжские булгары. Само слово «татары» по последним данным встречается в китайских хрониках еще в V веке. Белые, оседлые, черные,
кочевые, дикие, жившие в лесах и занимавшиеся преимущественно охотой. Из такой даже краткой характеристики очень вероятно, что речь идет о довольно отличающихся народах. Слишком разный у них образ жизни. В то же время, очевидно, было и что-то объединяющее. Точно соотнести их с современными народами довольно трудно. Однако практически все согласны, что это были какие-то тюркские этносы. В связи с этим я должен обратить ваше внимание, что китайцы относились к тюркам, в данном случае к татарам, тоже достаточно поверхностно. Они их интересовали только как потенциальные враги или иногда союзники и наемники. Поэтому точно так же, как в русской или российской историографии в науке, не в последнюю уже, конечно, историю, это гораздо раньше. Всех кочевников мазали одной краской и охотно там путали басурман, допустим, с поганами, в то время как само название басурмане – это трансформация слова мусульмане, которые никак не могли быть погаными, потому что поганые – это язычники. Но русским той эпохи, тех столетий это было все равно. Точно так же, в принципе, это было и для китайцев. Поэтому, найдя какое-то слово, скорее всего, из речи тех, с кем они встретились первыми, и стали спрашивать, кто вы, как вы, они это понятие татары распространили на все похожие народы. Если говорить про разницу в образе жизни татар, оседлые, кочевые и занимавшиеся охотой, охотники, то посмотрите на современные тюркские народы. Мы видим то же самое. В чистом плане кочевое скотоводство не сохранилось, но, допустим, в значительной степени еще в 19-20 веке оно присутствовало у нагаев и у казахов, у кыргызов. А охотники, по сей день это, пожалуйста, шоры, кстати, которые называют себя, само название шорцев – тадар. Ничего не напоминает. Или, допустим, тофа или тоба и якуты. Вам, пожалуйста, тоже. Понятно, что не последние десятилетия, традиционно это охотники, отчасти кочевые скотоводы с оленями. Что касается земледельческих тюрков, сплошь и рядом. Это и узбеки, это и казанские татары, это и азербайджанцы, посмотрите многие другие. Так что тюрки, вероятнее всего, или татары, что для меня синоним слова тюрк, они на протяжении тысячелетий, в зависимости от природных условий, в которых они находились, они использовали разные формы хозяйства. Другое дело, что именно оседлых китайцы именуют белыми, потому что, с точки зрения устойчивой земледельческой культуры, к этому времени уже тоже многотысячелетней, как вообще с точки зрения представителей земледельческой культуры, которая теперь возобладала во всем мире, единственный цивилизованный образ жизни это и хозяйствование – это земледелие. К кочевникам и земледельцам всегда было отношение пренебрежительное, за что они часто платились. Далее слово «татары» употребляется в разных упоминаниях истории Чингис или Чингис-хана. В частности, приводится сюжет о том, что он приказал истребить их всех поголовно, поскольку они отравили его отца. Этот рассказ часто используется, чтобы заявить, что так и произошло, и потому никаких татар в действительности не существовало, их имя лишь было использовано по разным причинам по отношению к другим, никак не связанным с ними народами. Но опять-таки, если мы посмотрим другие исторические сюжеты, мы увидим, что да и, собственно, если исходить из китайских хроник, мы увидим, что татары было слово собирательное и касалось как минимум 3 разных народов, которые, если опять-таки посмотреть внимательно, они все далеко не соседствовали напрямую с монголами. И, скажем, если можно предположить, что какое-то соседнее татарское племя, кочевники, скорее всего, раз они соприкасались с родом и племенем отца Чингисхана, даже были по его приказу истреблены, убить татар, то ни охотников это не задело, ни дальних земледельцев, ни тех татар, которые жили поодаль. И это только одно упоминание о полном истреблении татар. Но в других и более поздних говорится о том, что утверждается, что одна из его жен, а их было 9, а следовательно, ее дети и внуки тоже были татарами, что татары входили в состав высшего военного руководства монгольской армии, и что передовые части армии состояли из татар. Почему в данном случае делается акцент на одной из легенд, тоже
базирующийся на каком-то устном предании, не более того, что татары истребили полностью, когда другие источники, современники событий пишут о гораздо более важных вещах. Уже не в ту эпоху, когда Чингисхан спасался от убийц отца, а в ту эпоху, когда он уже стал главой начинающейся империи и формировал свою армию, формировал ее в том числе из татар. Татары занимали существенное положение при самом Чингисхане, включая то, что там у него жена была из татар. Это что, по-вашему, не имеет значения? А имеет значение вот та легенда такая, ничем не подтвержденная кем-то, и неизвестно из каких побуждений рассказано, что он истребил всех татар. И просто давайте представим по тем временам, а было ли это физически возможно, если это было 3 народа, условно говоря, занимавших достаточно обширные территории. История в самом деле запутанная и требующая дополнительных исследований. Сопоставление некоторых известных фактов поможет нам нащупать основную логику событий. Татары упоминаются на протяжении столетий в тысячах источников. Каждый пишет то, что видел там и тогда, где был сам, или что рассказывал ему кто-то. Но есть интересный источник, достаточно объективный. Его авторы не татары. Однако люди, заинтересованные в максимальной точности информации, которая сама по себе черпается у татар. Это так называемый кодекс Куманикус, словарь кыпчакского языка, составленный монахами-францисканцами, выходцами из Италии, жившими в Кафе, то есть в Феодосии, бывшей в то время генуэзской колонии и одним из культурных центров Крыма. Это эпоха до османского вторжения и до формирования Крымского ханства. Составляли они этот словарь из чисто практических соображений. Для себя, не для пропаганды, не для того, чтобы писать исторические учебники, не для того, чтобы отстаивать свою точку зрения в газетах, а для того, чтобы практически им пользоваться. Они собирались вести миссионерскую работу среди кыпчаков или ширеполовцев, чтобы обратить их в католичество. И это понятно, потому что в эпоху написания этого словаря они жили уже в Крыму, завоеванном татарами, но татарский язык они называли кыпчакским. То есть это совершенно очевидно, что люди, жившие вокруг них и называвшие себя татарами, почему себя, я поясню позже, говорили на языке, который, в основном был половецким или кыпчакским, тюркским языком. Определенные основания рассчитывать на то, что католичество распространится в Крыму, у них были. Среди крымских тюрков, в том числе кыпчаков, в самом деле было много христиан. А, например, половецкий род Найман вообще был полностью христианским. Именно в качестве христиан они участвовали в походах Чингисхана и Бато. Если же сравнить или посмотреть, кто составлял большинство населения в смысле вероисповедания в Крыму, то мы откроем для себя интересную вещь. В тот период в Крыму мусульмане, скорее всего, не были большинством. Более того, они, скорее всего, если и были, то были достаточно незначительным меньшинством. Кодекс Куманикус завершен 11 июля 1303 года. Хан Золотой Орды Узбек провозгласил ислам государственной религией только в 1312-1313 годах. То есть через 10 лет после того, как был написан Кодекс Куманикус. А до этого времени, учитывая все наши предыдущие лекции истории Крыма, статистику тогда никто не вел, но опираясь на то, что мы знаем, можно предположить, что большинством населения Крыма были христиане, такого православного румейского толка, либо язычники, либо тенгрианцы. Это вот та древняя тюркская религия, которая уже была к тому времени единобожием, и которая подготовила принятие ислама тюрками. Более того, генуэзцы сами были католиками, эти францисканцы были католиками, то есть разновидностью христианства. К этому времени в Крыму уже жили армяно-кыпчаки, которые вообще-то были по крови, по культуре кыпчаки, но были в религиозном отношении сторонниками армянской апостольской церкви.
отличавших их от православных. То есть Крым даже в смысле христианства был поликонфессионален. И у францисканцев как бы теоретически были шансы, а почему нет? Во-первых, тут есть язычники и там разные другие, которые сосуществуют с христианами, почему бы их не обратить в католичество, не попробовать. А во-вторых, среди христиан тоже происходили разные переходы, то есть как бы шансы были не нулевые. Наверняка были уже и мусульмане, о чем очень точных сведений нет, но они обязательно должны были быть хотя бы в рамках Великого Шелкового пути, то есть если это даже не постоянная община, то купцы-мусульмане из более восточных областей и южных. Ну и вполне можно допустить, что существовала мусульманская община, но она, разумеется, в ту эпоху не могла быть большинством. Само объявление ханом Узбеком ислама государственной религии свидетельствует о том, что на самом высоком государственном уровне золотоордынском было принято решение распространять ислам. То есть он не был численно превосходящей или господствующей религии на тот момент. После этого не все население Золотой Орды приняло ислам. Процесс занял столетия после этого, и немусульманские общины существовали наряду с мусульманскими до самого конца Золотой Орды и ханств-преемников, включая Крымское ханство, до конца его существования. Мы это приводим только для того, чтобы акцентировать внимание на том, что католические миссионеры были кровно заинтересованы в правильности своего словаря. Так вот, в этом словаре есть слово «татар». Вот оно просто там записано. То есть татар в то время в половецком языке или в кыпчакском языке существовало уже, как минимум уже. И оно переводится на все языки, потому что этот словарь полиязычный, там есть перевод и на итальянский, и на немецкий, и на французский, как тюрок, тюркский. Это не выдумка монахов. Это восприятие слова «татар» самими половцами. Это тот смысл, который они в него вкладывали. То есть, жившие в Крыму в ту пору кыпчаки использовали слово «татар», когда нужно было отобразить уровень общности, стоявшей над, собственно, самими кыпчаками и другими родственными им племенами и народами. Общий тюркский уровень. В связи с этим я тоже должен сделать несколько замечаний по поводу слова «тюрок», потому что те, кто не очень любит слово «татар», считают его там каким-то надуманным искусством, как-то довольно охотно соглашаются с тем, что вот существуют сейчас тюркские народы, и в частности, допустим, один из тюркских народов, наиболее многочисленный, себя прямо так и называет. То есть по-русски это турок, но если вы спросите турка, кто он по национальности, он скажет «тюрк». Для турков, вот, кстати говоря, я попадал неоднократно в эту ситуацию, достаточно трудно объяснить разницу между русским словом «турок» и «тюрк», где в русском языке турок – это тюрк вот из Турции, а тюрк – это все тюркские народы, обобщающее такое название. Но надо понимать вот что предки турков, сельджуки, когда они вступали в Малую Азию, в будущем там создавали все эти сельджукские султанаты, потом Османскую империю и так далее, большинство из них себя тюрками не называли. И слово «тюрк», или так немножко по-русски «тюрок», это, по сути говоря, название одного из родоплеменных союзов, которые в свое время там, в V веке создали тюркский каганат. То есть это было точно такое же конкретное название для какой-то эпохи, как в другом случае это были канглы или кангар, печенеги, как в другом случае это были кыпчаки или найманы, или хазары, или еще что-то. То есть это было конкретно историческое название, относившееся в первом тысячелетии нашей эры к конкретному родоплеменному союзу. В хрониках, в описаниях событий той эпохи упоминаются войны, например, между тюрками и уйгурами, между тюрками и кыргызами. Вопрос. Кого с кем? В нынешнем мире уйгуры, кыргызы, казахи, якуты, гагаузы – мы все тюрки, мы крымские татары. А дело в том, что в ту эпоху тюрки обозначали не все народы, которые сейчас бы мы назвали тюркские или тюркоязычные, а совершенно конкретный союз, государство, каганат. И все по нынешним представлениям тюрки, которые не входили в этот каганат, хотя говорили на похожем или, может быть, даже таком же языке, они не считались тюрками. Поэтому слово «татар» уже в более позднюю эпоху это было тоже словом, которое объединяло ряд тюркских племен, и состав этих племен
менялся в зависимости от исторических событий. Но действительно, они были тюрками прежде всего по языку, хотя в них входили и не тюркские первоначально по культуре и языку племена, которые ассимилировались и становились тюрками. Тюркизировались. Для той эпохи татаризировались. И для кыпчаков, говоривших на половецком языке, слово «татар» было особенно тогда очень понятно, потому что они были частью Золотой Орды, и они понимали, что в этой Золотой Орде живут и другие тюрки, с которыми до этой Орды, до монгольского завоевания, они соседствовали, они были другими, они не считали себя одним народом, но теперь они один, вот этот самый тюркский народ, татары, близкие, подданные одного государя и как бы опора этой самой татарского государства. Поэтому это не имя умершего народа, это не имя отдельного народа, это обобщающее слово, которое и позволяло всем тюркам, вошедшим в состав Золотой Орды, чувствовать свою общность, ее обозначать и определять. В этом смысле это совершенно естественный процесс. Чингисхан, создавая свою армию из покоренных народов, не просто включал в нее готовые родоплеменные формирования. Кстати говоря, это достаточно заметно отличало политику Чингисхана от предшествующих каганатов тюркских, или там не всегда тюркских, потому что, те же половцы, допустим, они почему как бы считались одним народом? Потому что союз на самом деле нескольких племен, которые позже, не позже, а современниками обозначались как половцы, на самом деле они не были одним племенем. Вот кыпчаки, я думаю, были самым многочисленным. Там же в какой-то момент ходили найманы, кирииты, конграты, еще ряд народов, вернее, племен. Нынешним они вместе обозначались половцы, но при этом они не составляли ни единого государства, ни единого политического союза. У каждого этого племени, которое в свою очередь состояло из подплемен или субплемен, родов, подродов, кланов, был свой хан, свое войско, и они часто, будучи близкими родственниками по образу жизни, по хозяйственной, по территории, по культуре и по языку, они, когда были у них общие интересы, выступали вместе, а очень часто воевали между собой. Так вот, прежние тюркские каганаты так и как бы образовывались. Какая-то часть родов и племен объединялась, возникал какой-нибудь, условно говоря, новый народ. Хазары, допустим, или гунны. Но при этом они сохраняли свое внутреннее родоплеменное деление. А вот Чингисхан пошел другим путем. Он не стал просто вести за собой готовые племена, он сделал по-другому. В случае сопротивления он уничтожал всю прежнюю аристократию. В случае покорности вовлекал в свою систему, но не выше определенного уровня. Темниками, наенами, то есть командующими 10 тысяч воинов, могли быть только монголы из числа его приближенных родственников. Армия делилась не как прежде в разных каганатах по ополчениям разных племен. То есть правое крыло, допустим, найманы, левое крыло, допустим, кыпчаки или конграты, да? В построении. Нет. Прежнее командование и политическое, и военное сохраняло свои места и выполняло указания Кагана. Нет, не так. Он делил эту армию на десятки, сотни и тысячи. При этом в конкретной десятки, сотни и тысячи были представители не одного рода или племени, которые, как раз их 100 человек или рядом, да, где-то, или несколько тысяч, а он делал их смешанными по составу из разных племен, родов. Объективно получалось, что это были преимущественно тюрки, но там могли присутствовать и иранцы, и китайцы, и даже русские, в зависимости от того, какую территорию захватывал Чингисхан и какие народы себе покорял. Крупные подразделения тьмы, 10 тысяч, составлялись по принципу и территориального смешения. То есть, это была сознательная политика. Не допускать создания воинского подразделения, состоявшего, как бы сейчас сказали, из людей одной национальности. Это обеспечивало дополнительную надежность и снижало вероятность неподчинения заговоров и восстаний. Представители одного и того же домонгольского этноса оказывались включенными в разные тьмы и впоследствии выполняли боевые задачи в разных географических областях, часто разделенных сотнями и тысячами километров друг от друга. Объективно, с какого-то момента в армии численно стали преобладать тюрки, выражаясь языком той поры, татары, потому что для монголов тюрки были татарами. Среди тюрков – кыпчаки. Те, кто не были тюрками, включая самих монголов, для общения с армейским большинством, вынуждены были осваивать их язык. И это смешанное по этническому составу, но пользующееся тюркским,
большей частью половецким языком армия совершала походы, занимавшие годы и десятилетия. Становление империи заняло практически 100 лет. После завоевания новых территорий и закрепления на них армия не только не распускалась, а наоборот становилась мужским населением этой территории. Если эта территория была завоевана, какой-то народ сопротивлялся, большая часть мужчин погибала, часть бежала, часть, если их щадили, оставались под властью и даже включались в состав армии. А вот женщины, опять-таки, помимо ужасов войны, они с детьми оставались на этой территории. И вот получалось так, что территория Нового Улуса была заселена мужским населением, которое не исключительно, но преимущественно составляло из воинов Чингисхана, а вот местные женщины здесь оставались. Эти тысячи тумены превращались в новые улусы империи, понятие, соединяющее в себя и географическую область, и ее население. Они не могли себя называть ни одним из своих прежних имен, особенно во втором, третьем и последующем поколениях. Они уже не были кыпчаками, туркменами, аланами, не тем более иранцами и даже монголами. Они становились новым, преимущественно тюркоязычным, тюркокультурным народом, объединенным тем, что они были подданными опоры новой империи – татарами. Те местные тюркские и нетюркские этносы, которые не просто попадали под власть этой империи, а становились ее военным сословием, тоже вливались в этот народ, становились татарами. Прежние этнические названия и деления оставались теперь в качестве родоплеменных делений самих татар. Иногда в связи с указанными реорганизациями возникали из смешения других новые племена. Это объясняет, почему в современных разных и живущих на большом удалении и даже в разных государствах, отличающихся и расовым типом, и языком, и культурой, и образом жизни тюркских народов, есть одинаковые родоплеменные названия. Опять-таки, кыпчаки есть у узбеков, есть у казахов, есть у кыргызов, есть у крымских татар, о чем мы подзабыли, но историческая топонимия Крыма показывает нам селение с именами Иски Кыпчак, Джаны Кыпчак. Там же, кстати, есть и Ас, и Алан, и Кунград, и разные другие. Но это все уже к этому времени татары. А старые родоплеменные названия, они оставались в качестве родоплеменного деления самих татар. Слово «татар» древнее. Не случайно китайские документы описывают разных татар, ведущих разный образ жизни. С точки зрения китайцев, так же, как с точки зрения многих других, особенно земледельческих народов, всякий не свой – варвар. Разбираться в тонкостях не особенно интересно. По сути, они описали 3 разных народа или союза племен, ведущих разное хозяйство и образ жизни. Слово «татары» объединяло их, поскольку они были тюрками. В настоящее время тюрк имеет такое же значение в этнологии языкознания. Обратите внимание, сравните образ жизни, хозяйства, внешность, расу якутов и гагаузов. И те тюрки. То, что народы определенной языковой общности тюркской именно так сейчас называется в определенной мере, дело случая и стечения обстоятельств. Было использовано слово, которое в раннем Средневековье означало лишь один из народов, которые говорили на родственных языках, получивших позже название тюркских. Сами же они, обозначая свою общность, долгое время использовали слово «татары». По большому счету, такое изменение имени при установлении господства новой власти в истории Крыма происходило не первый раз. Киммерийцев сменили скифы, тех аланы, потом гуны, булгары, потом хазары и так далее. При этом полного изменения состава населения в реальности не было. Крымские кыпчаки, говоря на своем языке в Крыму XIV века, беря всех, кто говорил с ними на одном или похожем языке, называли татарами, в том числе и себя самих. Таким образом, включение Степного Крыма в состав сначала Монгольской империи, а потом очень быстро Золотой Орды, другое название Улус-Джучи, то есть сына Чингисхана, которая, собственно, была западной частью, отколовшейся от Монгольской империи сразу же после смерти Чингисхана, первоначально ничего не изменило. Принципиально ни в составе населения, ни в основном способе хозяйствования, ни в языке, ни в культуре этой части Крыма. Однако континентальные размеры, огромные ресурсы, сконцентрированные в одном государстве, выходившем далеко за пределы Крыма, и вообще Крым, в общем-то, не был центром этого государства, он был его окраиной. Распространение культурных достижений разных народов империи по всей ее территории стало постепенно приносить новые результаты. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете об истории Крыма в период распада Монгольской империи.
религиозном разнообразии в Крыму, а также о тюрках-христианах и роли ислама и шариата в Золотой Орде.